Доброе утро, дорогая республика! Телеканал Якутия-24 НВК Саха приветствует всех наших любимых телезрителей. Вы смотрите «Утро Якутии», и сегодня среда, и это утро встречаю с вами я, Дарья Анкехова. Как я уже сказала, сегодня среда, и, как говорят, среда – это маленькая пятница. Это выражение уже стало крылатым, хотя достоверно неизвестно, откуда оно появилось. Но по объяснениям психологов, именно в среду начинается спад деловой активности. Поэтому они советуют в этот день не перегружаться серьезными и тяжелыми делами, так как большая вероятность того, что будут ошибки и внимание начинает снижаться. Так что будьте начеку и не поддавайтесь соблазнам. А позитивное настроение с утра мы постараемся, как обычно, создать вам, ведь сегодня нас ждут интересные темы, самые последние актуальные новости и, конечно, интересные гости. Поэтому просыпайтесь и давайте начнем этот день вместе. Ну и, конечно, многих, наверное, из вас интересует, а какая же погода сегодня за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 10 градусов. В заречной группе 7 градусов выше 0. В южных районах 6-9 градусов со знаком плюс. В Вилюйской группе до 5 градусов тепла. В Нижнеленских 3-5. В западных до плюс 7. В Колымо-Индигирской группе улусов до -4, в Янских -1. На северо-западе до 2 градусов со знаком минус. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске была на отметке 10 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Сегодня днем ожидается дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Порывы ветра достигаться будут до 20 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 10 градусов. С позитивной новости начнем наш утренний эфир. Жители Ленска спасли потерявшегося лосенка. Как сообщили экологи, скорее всего, лосенок отбился от мамы, которая скрылась в устье реки Мухтуйка. Теленок бегал по улицам, затем, видимо, устал, затаился в одном из дворов переулка Полевой. Его спасли сотрудники экологического надзора МЧС во главе с руководителем службы спасения Александром Саморцевым. Неравнодушное линчане вызволили малыша и выпустили его в лес. Спасатели очень надеются на то, что вернувшийся лосенок найдет все-таки свою маму. Мы тоже очень переживаем за судьбу этого замечательного животного. И, конечно, хотелось бы, чтобы он нашел свою маму. Не, нормально. Все, кровь пошла. Потому что связано было, что он пытался бороться с этой. Лишь бы собаки не были. Да. Удивительная спасательная операция, и, конечно, такие кадры, знаете, не могут не радовать, ведь когда человек взаимодействует с животными, это всегда приятно. Ну и, конечно, кто, как не мы, люди, должны помогать братьям нашим меньшим. Ну а сейчас перенесемся в Боливию, где ленивец узнала своего пропавшего малыша. Мы сейчас покажем вам вот такое видео. Эту семью, можно сказать, разлучил лесной пожар, бушевавший на востоке страны. Обратите внимание, вот мама-ленивец, значит, она смотрит по сторонам, видимо, в поисках своего малыша. Ну а далее, мне кажется, можно смотреть это видео уже без комментариев. No, pues lo que va a estar asustado por nosotros. Обратите внимание, какая трогательная сцена.
встреча мамы со своим малышом. И действительно, мы уверены, что, конечно, эта встреча не могла быть, да, вот, реальной без участия человека. Ну и, конечно, помощь, она всегда должна быть оказана и как и людям, так и животным. И сегодня мы будем говорить о том, как можно вырастить успешного, здорового ребенка, как можно помочь ему адаптироваться к школе. Родителям, особенно у кого много детей, всегда бывает трудно. И для того, чтобы облегчить их заботы, государство старается помочь им в виде выплат различных пособий. Как узнать, кому и какая положена помощь? Не так давно на региональном портале Е-Якутия запущен в работу новый сервис, который называется «Калькулятор мер социальной поддержки семьи с детьми». Как им воспользоваться, мы узнаем сегодня, ведь у нас в студии гость Александра Филиппова. Она является аналитиком отдела координации электронных услуг Центра «Мои документы». Александра, доброе утро. Доброе утро. Чем же хорош вот тот самый сервис и как он вообще может помочь гражданам? Это новый электронный сервис. Он разработан нами совместно с коллегами с Республиканского центра инфокоммуникационных технологий. Это операторы портала Е-Якутия и с коллегами Министерства труда. Основная цель калькулятора этого сервиса, чтобы помочь родителям сориентироваться в мерах поддержки, потому что их действительно много и информации много, но при назначении той или иной выплаты или пособия есть определенные критерии. Это возраст детей от 3 до 7, от 7 до 18, количество детей за первого ребенка, за второго, многодетным семьям, да, как вы сказали. Также учитываются доходы семьи и периоды этих доходов, то есть запрашиваются на разные пособия, разные периоды. И доходы уже смотрят по прожиточному минимуму, который у нас в республике, он тоже разделен на 2 зоны. И вот все это учитывает калькулятор. Сам по себе это опросная форма, то есть родители заполняют, и результатом выходит именно тот перечень мер поддержки, который им положен, с указанием точных сумм. То есть примерно будут, точно будут знать, да, и ссылками на электронное оформление, то есть могут подать сразу заявление, если уже, то есть если выплату оформили, просто сумму уточнить, да, если не оформляли, то уже подать заявление электронно. То есть, Александра, система несложная, да, достаточно просто зайти, хотя бы посмотреть, заполнить некий опрос, да, и, соответственно, тебе все рассчитают, почитают, а уже дальше ты решаешь сам, да, подавать это заявление или нет. Возникает следующий вопрос: по каким, допустим, может, основные, да, пособия, либо вот социальные выплаты предоставляются благодаря этому калькулятору? Вот в обиходе у родителей часто используются единовременные, по уходу, айсеновские, путинские, многодетным, молодым семьям. Всего калькулятор расчет делает по всем этим выплатам, их 22. 22 меры соцподдержки, которые у нас есть в республике, в том числе это 4 разных капитала, республиканский, региональный, целевой, 22 меры поддержки. Хорошо, а тогда следующий вопрос. Необходимы ли документы? То есть данные ты вводишь самостоятельно, прикладывать что-то надо, или все-таки нужно будет подойти к вам и сдать оригинал? Нет, калькулятор — это ознакомительный и предварительный расчет. То есть это как больше информационный сервис. Для того, чтобы им воспользоваться, достаточно просто войти на портал госуслуг, на портал e-yakutia.ru с помощью учетной записи от госуслуг. Это ваш логин и пароль. Калькулятор можно найти по поиску либо на главной странице, нажать «Получить услугу». Далее выйдет такая опросная форма. Документы прикладывать не нужно. Нужно просто выбрать верный вариант ответов, заполнить поля все, указать сведения о доходах. И так как доходы учитываются в разные периоды, там есть подсказки. И потом уже результатом выходит перечень услуг, размер выплаты и ссылка на электронное оформление. Вы сказали, что необходима учетная запись, да? Она обязательно, да, та самая подтвержденная учетная запись? Все верно. В целом для работы на портале e-yakutia.ru необходимо авторизоваться, то есть выполнить вход с помощью ЕСЕ. ЕСЕ — это учетная запись от госуслуг, тот же самый логин и пароль, и она должна быть подтвержденная учетная запись, да. А если, допустим, ее нет, или забыли пароль, или, возможно, не помним логин? Такое часто бывает. Да. При регистрации на портале госуслуг указывается обязательно номер телефона либо адрес электронной почты. Если эти данные не менялись, то, и вы забыли пароль, то можно восстановить самостоятельно, нажав «Я не знаю пароль», и придет по СМС либо на электронную почту инструкция. Да. А если эти данные изменены, то восстановление, получение повторного доступа возможно только при посещении центров обслуживания, в том числе центры «Мои документы» с паспортом и со СНИЛСом.
и мы вот эту операцию Но производим. все-таки мы говорим вот сейчас о такой услуге, как калькулятор, да? Вот насколько точно этот калькулятор высчитывает те самые выплаты и пособия? Ведь бывают индивидуальные какие-то случаи, возможно, да? Либо, допустим, калькулятор рассчитал одно, ты приходишь давать документы, а суммы другие. Где будет точнее информация? Суммы, размеры выплат это точные. По части определения, вот та или иная услуга точно ли может быть назначена семье, по большинству да, но стоит отметить, что у нас есть такие выплаты и пособия, которые учитывают прям определенную жизненную ситуацию, в том числе имущество. И мы не стали особо загружать калькулятор, введите, какие у вас машины, квартиры, например, это на пособие от 3 до 7, от 7 до 18, да, учитываются. Поэтому там мы отметили, что это предварительный и ознакомительный итог, да, именно вот по тем выплатам, которые еще дополнительные критерии учитывают. А в целом, да, расчет точный, то есть там конкретно указываются доходы, то есть важно верно указать эти доходы, и в зависимости от места регистрации, то есть от прописки, от зон, от района Якутии расчет производится точный. Точно. Хорошо. А вот вы, наверное, уже же имеете какую-то статистику, портал-то запущен уже не первый день, люди пользуются, люди понимают, для чего это надо, и насколько это облегчило, допустим, вам работу? К нам часто приходят на консультацию, и вот конкретно по жизненной ситуации мы рекомендуем пользоваться калькулятором. У нас сервис запущен 29 августа. Мы смотрим, насколько он востребован, действительно он нужный. И в день порядка от 100 до 300 посещений калькулятора, то есть пользуются. Но важно сказать, что данные там не сохраняются. Для работы действительно нужно войти в учетную запись, но вот эти данные, они не сохраняются. Это не оформление услуги, это просто как информация, да. И потом уже по ссылкам, которые выходят, можно будет услуги получить в электронной форме, также не выходя из дома. А подобная услуга, она касается только родителей и детей, или все-таки есть еще другие категории граждан, которые могут тоже рассчитать, допустим, какие-то интересующие их моменты? Сервис, о котором мы говорим, это конкретно для мер соцподдержки на семьи с детьми. Их 22, и если, например, посмотреть каждую услугу, то это очень много вариантов, когда родитель один, когда их двое родителей, да, когда доходы есть, когда нет, в зависимости от района проживания, поэтому по 22 это очень много, получается, таких расчетов производит. Для семей с детьми, если будет востребовано, мы обязательно попробуем сделать еще такие сервисы, которые будут удобны и востребованы для граждан. Спасибо большое. Еще раз давайте проанонсируем, что нужно сделать, куда зайти и, соответственно, где все это можно рассчитать. Заходим на портал e-yakutia.ru. Сначала выполняем вход в личный кабинет, логин и пароль от госуслуг. На первой главной странице есть баннер, либо по поиску, да, и нажимаем кнопку «Получить услугу» и все. Спасибо большое, Александра, что посетили наш утренний эфир. Я верю, что эта полезная информация будет для всех наших телезрителей. А мы прерываемся и совсем скоро вернемся в нашу студию. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Холода в Якутии начинаются уже в конце августа, и именно поэтому последние несколько лет в Ленске отопительный сезон начинается уже в начале сентября. Котельные всего города еще летом начали готовиться к отопительному сезону. Так уже 7 сентября во все школы и детские сады города было подано тепло. На совещании с руководителями управляющих компаний стало известно, что в ближайшие несколько дней тепло будет уже во всех домах города. При возникновении проблем с отоплением в многоквартирных домах жители могут обратиться в диспетчерские службы своих управляющих компаний или в отдел жилищно-коммунального хозяйства города. Якутия стала лидером по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке. Как отметила министр экономики Якутии Майя Данилова, самым крупным соглашением на прошедшем Восточном экономическом форуме стало четырехстороннее соглашение о создании минерального сырьевого центра в арктической зоне Якутии. Этот проект предполагает, что на месторождениях, которые уже есть в распределенном фонде, будут структурированы таким образом, что инфраструктура будет обеспечена за счет атомной станции малой мощности, которую планируется разместить в Устьянском районе. В
В пилотных 35 регионах России введена новая должность в школах – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин правительству и региональным властям. В апреле этого года в Якутии более 600 педагогов прошли конкурсные испытания, из них уже около 580 работают в школах. В основном это организаторы, которые теперь по совместительству и советники директора. Мы уже провели 2 площадки. Первая площадка у нас прошла в рамках педагогической ярмарки. «Навигаторы детства» так и называлась эта площадка. И в рамках этой площадки были организован семинар и конкурс «Первые шаги навигатора». А вторая площадка у нас прошла в рамках августовского совещания работников образования. Это были 2-дневные курсы, где прошли 150 человек обучения. И попытаемся до Нового года охватить обучением всех наших советников. Тем временем в Усть-Алданском районе в 1 класс поступила одаренная девочка Сандара Мигалкина, ученица Мюрюнской средней общеобразовательной школы номер 2. Она и юный исследователь, и лепит изделия из воздушного пластилина, и исполнитель эпоса «Аланхо», и занимается трудоемкой работой алмазной мозаикой. Всему этому она научилась у матери, ведь родители прежде всего приучают ребенка к тому, что умеют сами. С ранних лет я занимаюсь развитием ребенка. Постараюсь уделять много времени, свободных времени на развитие девочки. Занимаемся бисером. Она с ранних лет разделяет цвета и формы бисера. Очертания оленя якутских орнаментов виднеются на стене по улице Советская в районе магазина «Культ спорттовары». Художники создают муралы. Ранее стену очистили, сняли старые слои краски и штукатурки. Мурал дополнят другими животными и людьми тематикой в честь столетия образования республики. Художники намерены расписать стену по максимуму до наступления холодов. Мы благодарим наших коллег из новостного отдела за самую свежую информацию. Ну а сейчас мы переходим к нашей постоянной рубрике «Даты и события». На календаре 14 сентября. Сегодня отмечают День слушанья шорохов, День раскрашивания, День пончика с кремовой начинкой, День поедания большого сэндвича. По народному календарю в эту дату чтут память святого Симеона Столпника. Это торжество приходится на начало бабьего лета, в честь чего устраивают народные гуляния. Также к этому сроку начинается пора свадеб и смотрин. В народе в этот день считается удачным для новоселья. На Руси существовал обряд посвящения детей, которым исполнилось 3 года – воины и земледельцы. После такого обряда воспитанием мальчиков занималась только мужская половина семьи. Также следили за приметами. Если на полях много паутины, то осень будет длинной. События в этот день. В столице России начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство, созданное по инициативе Министерства финансов, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел. Футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч со сборной рабочих Нижней Австрии. В этот день в США в воздух поднялся первый самолет Сикорского ВС-300. Машиной управлял сам конструктор. В Петродворце под Ленинградом вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный после немецкой оккупации в ходе Великой Отечественной войны. Космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition. В этот день родились Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Николай Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии К. Игорь Кириллов, советский российский телеведущий, диктор телевидения, народный артист СССР. Дмитрий Медведев, российский политик и государственный деятель, 3-й президент России. Именины сегодня отмечают Семен, Иисус, Аифал, Татьяна, Наталья, Марфа, Марта.
Наступило бабье лето, и если по утрам прохладно, то днем погода еще радует нас. Ну а мы напоминаем вам о том, что мы объявили конкурс на фото необычного урожая. Если у вас есть забавный урожай, возможно, в форме сердечка, возможно, у вас есть интересная морковка, либо, может быть, какой-то интересный помидор, отправляйте ваши фотографии к нам на номер, который вы видите прямо сейчас на экране, либо вы можете отправить ваши фотографии на наш активный телеграм-канал. И, значит, все очень просто. Отправляйте фотографию, редакция программы «Утро Якутия» рассматривает их и выбирает победителя. Ведь, поверьте, несложно, совсем немного времени это займет, но, возможно, именно ваш овощ станет таким неким героем программы «Утро Якутии». И, пожалуйста, будьте активнее, потому что подведем итоги мы уже в следующий понедельник. Кстати говоря, забегая вперед, хочу сказать, что поступает уже очень много фотографий. За это мы говорим отдельное спасибо нашим любимым телезрителям. Ну и, конечно, завтра, кстати, мне сказали о том, что первые лучшие фотографии мы уже покажем в нашем эфире. Поэтому обязательно подключитесь к нам завтра утром и посмотрите, что из этого получилось. Урожай почти весь мы собрали, на диковинки подивились, и наверняка сейчас активно многие из вас заготавливают собранное. Ну, допустим, закатывают соленья, варенье, либо грибы. Но стоит быть внимательными, ведь некачественная консервация может привести, конечно же, к отравлению или еще более серьезным последствиям. Наш доктор Татьяна Кехтер предостерегает и советует, что делать в случае, если отравление уже случилось. Доброе утро! Самые грозные последствия употребления домашних заготовок – ботулизм, при котором поражается нервная система. В природе токсин бактерий Clostridium botulinum широко распространен и встречается в почве или водоемах, в кишечнике рыб и животных. Попадая в пищевые продукты, бациллы размножаются и выделяют токсин, который является самым сильным из известных микробных ядов. При отсутствии своевременного лечения дело может кончиться даже смертельным исходом. В большинстве случаев внешняя банка ваших консервов ничем не отличается. Иногда может выглядеть смутной жидкостью и вздутой крышкой. Как правило, это незаметно. Первые признаки дают о себе знать через 12-36 часов после употребления и включают в себя трудности с глотанием или речью, слабость лица с обеих сторон, затуманенное зрение, опущение век, проблемы с дыханием, тошнота, рвота и спазмы в животе, паралич. Если начали наблюдаться симптомы ботулизма, то надо срочно вызывать скорую помощь. Вторая опасность – микотоксикоз. Микотоксикоз развивается от плесени. С едой в организм человека попадают микробы, возбудители интенсивно размножаются в пищевых продуктах при соответствующих условиях. Первые признаки дают о себе знать уже через 1-48 часов после употребления. В первую очередь развиваются симптомы отравления, водянистый понос, рвота, боли и спазмы в животе. Часто люди думают, что вполне достаточно для уничтожения ядов, выделяемых плесенью, просто прокипятить варенье. Но это заблуждение. Термообработка не разрушает микротоксины. В качестве первой помощи при отравлении надо пить регидрон с водой для восполнения водного электролитного баланса, который теряется при рвоте и поносе. Третья опасность – гастроэнтерит. Как в случае с ботулизмом, в большинстве случаев внешняя банка с вашими соленьями ничем не отличается. Иногда может выглядеть смутной жидкостью и вздутой крышкой. Как правило, это незаметно. Бактерии в первую очередь поражают клетки ворсинок тонкого кишечника. Первые признаки дают о себе знать спустя 48 часов после употребления. Это температура до 38,5, обычно первый симптом, водянистый бескровный понос, рвота, снижение веса, спазмы в животе, обезвоживание. Для предотвращения обезвоживания надо принимать солевые растворы, пить регидрон. Для снижения температуры необходимо употреблять жаропонижающие препараты, а скорую вызвать стоит когда? Понос длится более 2 дней, стул 6 раз в день, высокая температура, кровь в стуле, сильная боль в животе, обезвоживание. И
Якутянка, жительница поселка Нижний Куранах Алданского района Дарья Соплякова стала победительницей конкурса «Маленькая мисс Россия», прошедшего в августе этого года в городе Сочи на горном курорте «Роза Хутор». На днях девочка вместе с мамой специально приехали в Якутск для съемок в нашей программе. Поделилась своими впечатлениями от конкурса и рассказала, чем же она покорила всех членов жюри. Очаровала Дарья и нашу съемочную группу. С юной красавицей пообщалась Катерина Винокурова. 12-летняя Дарья Соплякова дефилирует и позирует на камеру как настоящая модель. Еще бы! Эта юная якутянка стала победительницей главного конкурса для девочек России «Маленькая мисс Россия-2022». Побороться за короны в своих возрастных категориях в «Роза Хутор» съехались девочки со всей страны. Я была очень рада, когда я узнала, что я победила, когда я почувствовала... Я почувствовала счастье, удачу, то, что, правда, можно победить в таком конкурсе. Даже мне, девочки из маленького поселка, победить. Девочке из поселка Нижний Куранах с такими данными сложно оставаться незамеченной, причем с самых малых лет. Со школьного возраста она отличалась параметрами определенными, да, то есть здесь и рост, да, что есть выше сверстников своих, плюс еще вот такой фигура тонкая, да, узкая кость, такая осанка грациозная, да, и я всегда привожу в пример, что ходим с ней по магазинам, еще буквально маленькая она была, там 5-6 лет, да, и продавцы все, ну вот прям модельная внешность у девочки. Ну и таким вот образом Даша перестала бояться камеры, фотоаппарата. Но засиять на российском небосклоне юной звездочки из далекой Якутии помогли не только внешние данные. Дарья во многом талантлива, обучается на хореографическом отделении и посещает школу актерского мастерства, что, несомненно, придает ей уверенности, умение держаться на сцене, красиво и грамотно говорить. Ну, после школы сразу на хореографию, потом актерская, потом английский. Ну и как-то вот так вот получилось. Или уже привыкла? Привыкла. Я с 1 класса все это начала. Ну, конечно, тяжело, и устает, и жалуется, и бывает, и не хочет идти куда-то. Всякое бывает, но тем не менее, я считаю, что вот все, на чем мы сейчас остановились, это все любимо и все нравится. Я считаю, что это самое главное. То есть уже большего не нужно, да, ну а меньшего уже тоже будет, уже по мере взросления будет у себя убирать, что ей не нужно. Пока остановились вот на этом. Свои актерские способности якутяночка продемонстрировала и на самом конкурсе, заставив замереть весь зрительный зал. Эмоциональное прочтение стихотворения Эдуарда Асадова «Стихи о рыжей дворняге» тронули и нас. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Вообще любишь собак? Да, это мои любимые животные, у меня 2 собаки, я просто обожаю их. Ну а дефиле в бальных платьях окончательно поставило точку. Эксклюзивно сшитые для красавицы наряды вызывали лишь восторги. Согласитесь, в таких можно достойно блистать и на красной ковровой дорожке. Чем ты, вот, как ты считаешь, зацепила жюри? Ну, начнем с того, что я была единственная из Якутии. Ну и, конечно, своими костюмами, которые были дизайнерские, то есть шиты на меня. Мои учителя мне, конечно, помогали. Весь год мы тренировались, было очень много репетиций. Мои родители очень много вложили в меня. То есть моя семья меня поддерживала всегда, учителя тоже. В качестве главной награды якутянка завоевала право представлять свою страну на конкурсе «Маленькая мисс мира-2023» в Армении. В будущем Дарья мечтает связать свою жизнь с актерским мастерством либо с журналистикой. А это значит, что мы еще не раз увидимся с талантливой красавицей на голубых экранах. Катерина Винокурова, Семен Семенов, Якутск.
какая же талантливая девочка. А как воспитать ребенка, чтобы он был не только красивым, но и успешным, а самое главное, крепким и здоровым? Наш утренний гость – психолог, к тому же увлеченный спортом, а именно велоспортом. Леонид Иванов, я думаю, поможет разобраться нам в этой теме. Леонид, доброе утро. Доброе утро. Как лично вы, родитель, прививаете потребность в активном образе жизни у своих детей? И вообще прививаете ли вы это? Как лично я? Да. Нет, я не прививаю. Сразу же скажу и советую не делать этого. А что именно я делаю в этом направлении? Да? Как так получилось все-таки, что они занимаются спортом? Это личным примером. Это один из самых эффективных способов на данный момент, который я знаю. Есть и другие, но это для меня проще всего. Ну, то есть на своем примере вы показываете, насколько важно заниматься спортом и какой от этого эффект, и они идут по вашим стопам. Я бы не сказал, что это важно. Я бы сказал, что это нужно. Нужно. Да, это не важно вообще абсолютно. Есть вещи в жизни, которые намного важнее, чем это, но вот именно это нужно. Ну, то есть дети пошли по вашим стопам, тоже занимаются велоспортом или ушли немножко в другие дисциплины? Нет, они, конечно же, выбрали то, что хотели. Старший сын Михаил, он занимался гиревым спортом, но сейчас прекратил, потому что это повлияло на зрение, на качество его. Вот. А помладший Антон, он более разносторонний. Он и плаванием занимался, и танцами, и футболом. Он как бы ищет себя. Ну, как и старший тоже. Ну, вот есть же такой вопрос, да, сразу. Немногие дети могут заниматься спортом на постоянной основе, да? Вот идея появилась, сходили на пару занятий, и все, и пропадает желание. Вот что бы вы могли посоветовать в этом случае, как психолог и как родитель? Чтобы они дальше продолжали заниматься этим? Да. Интересный очень вопрос. Наверное, в первую очередь не заставлять их. Почему? Может показаться, что это как-то противоречит этому. Почему? Потому что они не знают точно, в чем они лучше могут совершенствоваться. В каком направлении? Футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы. И в таком возрасте они как раз-таки выбирают. И чем больше у них возможностей попробовать, тем лучше. Но это, опять же, как показывает опыт взаимодействия с детьми. Вот. И с теми родителями, которые, скажем так, просто предлагают пойти туда, пойти сюда, просто показывают направление. И все. И чем легче они их держат, детей, и проще отпускают, тем результаты намного у детей таких в будущем, по прошествии 5, 7, 10 лет, лучше. Да, они очень часто не становятся полупрофессионалами, профессионалами, но это не суть. Суть в том, что они развиваются очень разносторонне и становятся универсалами, а это очень ценно. Леонид, а есть ли какой-то возраст, в котором уже будет нереально или практически невозможно, и мы говорим все-таки про детей, привить эту любовь к спорту вообще? Нет. Конечно же, нет такого возраста. Возраст вообще не имеет значения. А вот те эмоции, которые испытывает ребенок во время того, когда он занимается спортом, и те результаты, которые он получает, и третий аспект, ту реакцию, которую он видит не от тренера, кстати, а от родителей, именно от родителей, как они это воспринимают, как они реагируют. И чем более положительно они реагируют, положительно в плане визуально, тактильно и так далее, тем лучше, опять же, результаты и намного проще и легче ребенку развиваться.
Ну а кроме личного примера, допустим, да, чем еще можно мотивировать детей при выборе, возможно, секции, да? Вот тем более сейчас начало учебного года, и, возможно, ваши советы будут полезны кому-то из родителей. Вот чем замотивировать ребенка пойти в ту или иную спортивную секцию? Самая основная мотивация для ребенка – это спросить, чем он хочет заниматься, в каком направлении он хочет пойти, и дать ему эту возможность. Вот именно вот этот вот последний этап – дать возможность, без разницы, танцы это, или там хореография какая-то, или хоккей, вот именно просто дать возможность. Вот это вот одна из самых сильнейших мотиваций. Ну а если родитель слышит ответ «ничем не хочу заниматься», вот не хочу и все. Отлично, это очень часто слышат родители, кстати. Зачастую, да, наверное, да, не хочу, ничего не надо, все у меня отлично, все в порядке. Вот. А тут как раз-таки родителям нужно понимать во время этого ответа то, что они не знают. То, что они не знают своего ребенка. В этом направлении не вообще не знают, а вот именно чем он хочет заниматься. И единственный способ — это спрашивать и интересоваться, узнавать. Но возможно, не здесь и сейчас, когда они спросили, да, а потом, да? Потом, да, когда будет более подходящий момент, выбрать для этого время специальное, например, уделить время ребенку. Ну а если взять ваш личный пример, в каком возрасте вот вы определились? С самого детства вы были прямо говорили, что вот люблю велик, хочу гонять и буду спортсменом? Или все-таки ваше такое увлечение стало, наверное, более в зрелом возрасте? Так, отлично, отлично. Нет, у меня не было таких вот к себе постановок, что я хочу стать спортсменом, я хочу заниматься этим, или хочу этим, хочу какие-то поставить задачи, достигнуть каких-то целей. Такого у меня абсолютно не было. Велосипед, он присутствовал с самого детства, и вообще первый велосипед я собрал сам. Он до сих пор существует, дети на нем до сих пор ездят, ему 30 с лишним лет, но не суть. Суть в том, что почему велосипед? Потому что на нем очень прекрасно ощущать вот это, ну сейчас я так могу сказать, чувство свободы. Тогда это было просто перемещение, знакомство с пространством, друзья и так далее. Вот. Но кроме велосипеда присутствовало много других аспектов. Баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис, спортивное ориентирование, легкая атлетика, бокс, дзюдо. В мое детство, 80-е, 90-е годы, очень было много секций, и выбора было огромнейшее количество, и надо было только желание. Больше ничего не надо было. Поэтому то есть вы вот тот так. самый человек, который попробовал все и нашел свое, да? Ну, наверное, максимально, что было на то время. Вот прям максимально. То есть основной момент, да, это сейчас родителям дать возможность попробовать детям как можно больше, да, вариантов увлечений, спортивной секции. Возможно, в этом случае ваш ребенок обязательно найдет то самое, да, что его будет, не знаю, всю жизнь будет сопровождать, правильно? Да, абсолютно верно. Спасибо большое, Леонид. Мы благодарим вас, что посетили наш утренний эфир. И, конечно же, здоровья вашим деткам. Я тоже благодарю вас за то, что вы пригласили. И, пожалуйста, интересуйтесь своими детьми. Ну и счастья вам и здоровья. Спасибо большое. Видов спорта, куда можно отдать ребенка, в Якутии очень много. Даже есть такой, пока не очень распространенный вид, как яхтинг. Но совсем скоро детский яхтинг может войти в программу международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом на днях заявил председатель правительства республики Андрей Тарасенко. О том, как лодочному спорту приобщить своих детей и где обучают их, а их обучают у нас в городе, расскажет Сарглана Неустроева. Яхтинг в Якутии достаточно экзотичный вид спорта. Короткое лето не располагает к длительным занятиям на воде. Однако желающих заняться парусным спортом от этого меньше не становится. Сегодня в единственном по Якутску яхт-клубе 15-летний капитан состоит порядка 45 детей и подростков. Яхт-клуб начали мы в 2018 году заниматься. Здесь мы строим лодочки в масштабе 1 к 1. Теория здесь проходит у нас зимой, а летом уже на воде. Есть такое, то, что у нас ребята, которые уже года 3 назад занимались, они до сих пор к нам ходят.
и поэтому у нас понемножку коллектив растет детский. Вот, и плюс этого года у нас за счет фонда президентского гранта у нас еще и взрослые уже есть. Так, к примеру, 13-летний Сергей Сердюков занимается в клубе уже 4-й год. По словам мальчика, самое привлекательное в парусном спорте – катание по ветру. Новости о том, что теперь яхтинг в республике будут развивать, Сергей обрадовался. Возможно, и он в будущем сможет покорить международные спортивные игры. Написали в группу, и меня заинтересовала эта тема. Я пришел, и мне очень понравилось. В принципе, хорошо. Воспринял, да, есть желание заниматься дальше. Сегодня парусный спорт входит в олимпийскую программу, а главными школами яхтинга в России выступают Санкт-Петербург и Владивосток. Так, по словам Сергея Помогаева, регулярность тренировок на воде там практически круглогодичная, в отличие от возможностей якутского клуба. В Питере там, по-моему, около 9 месяцев, что ли, занимаются, и там ветер всегда хороший, у них очень хороший. Владивосток то же самое, как бы, есть куда выехать. Ну и ближе выехать, чем нам, допустим, куда-то, да, по деньгам дешевле. Поэтому у них намного ребята подготовленные и возможности больше вот заниматься на воде именно непосредственно, а не в спортзалах. Однако некая база уже имеется, а значит, можно и развить парусный спорт на профессиональном уровне. Вопрос лишь в финансировании. Как отмечает премьер республики Андрей Тарасенко, в перспективе республика сможет привлечь субсидии на закупку необходимого оборудования и мест проведения тренировок и соревнований. А между тем, времени осталось немного. Игры «Дети Азии» пройдут уже в 2024 году. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Ну а сейчас наша постоянная рубрика «Полезные советы». Мы продолжаем говорить о детях, и в этот раз мы хотим дать вам советы родителей, чьи дети в этом году пошли в 1 класс. Что сделать, чтобы ваши дети прошли успешную адаптацию в школе? Ведь порой этот период у детей длится не только 1 месяц, а бывает и полгода, а то и больше. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Полезные советы» мы будем говорить об адаптации первоклассника в школе. Адаптация первоклассника в школе – это очень ответственный момент как и для самого ребенка, так и для родителей. Родители, вы должны очень серьезно отнестись к этому вопросу. В это время ребенок должен себя очень комфортно чувствовать дома. Вы должны создавать для него условия, чтобы он после школы приходил домой, хорошо кушал, по возможности очень хорошо, чтобы он немножко поспал, потому что чрезвычайные нагрузки, которые получает ребенок в школе в 1 классе, ну, его очень сильно нагружают. Что можете родители сделать для того, чтобы ребенок себя хорошо чувствовал? Нельзя сравнивать ребенка ни с кем из других одноклассников или с его братьями и сестрами, типа там Саша лучше тебя учился и так далее. Можно сравнивать ребенка только с самим собой. Вот, например, «О, Саша, ты молодец, сегодня ты прочитал 10 слов, а вчера у тебя было немножко меньше. Завтра прочитаем еще больше». То есть нужно сравнивать достижения ребенка только с его своими достижениями. Многие родители думают, что готовность в школе – это только интеллектуальный процесс. Они думают, что раз ребенок знает буквы и цифры, он уже в школе готов. На самом деле готовность в школе – это очень обширное понятие, включающее и психическую готовность в школе, и физическую, и социальную, и личностную. Для того, чтобы ребенок учился успешно в школе, он должен быть готов, ну то есть должны быть все параметры школьной готовности быть созревшими, как говорится. То есть, что входит в социальную зрелость? Это ребенок должен иметь силу воли, должен себя уметь контролировать, должен уметь выдерживать физические нагрузки в школе, потому что не каждый ребенок сразу с первых дней будет выдерживать 40 минут урока. Обычно дети у нас, ну, как работоспособность у них чуть поменьше, у них внимание может распространиться только на 10-15 минут, далее они уже устают, и поэтому предусмотрены физические физминутки, да, в школах. Поэтому знания об умственной работоспособности должны знать не только учителя, но и родители. Это была рубрика «Полезные советы». С вами говорила Инна Слепцова, руководитель Центральной психолого-медико-педагогической комиссии, педагог-психолог.
Школьную тему продолжит следующая рубрика, посвященная столетию образования ЯССР. От современности обратимся к истории. Интересно, как и где получали образование первые руководители нашей республики. Давайте узнаем. Мы сегодня расскажем о школьных годах в учительской семинарии отцов-основателей нашей республики. Учительская семинария была открыта 16 сентября в 1914 году на базе педагогических курсов. В нее принимались молодые люди, достигшие 16-летнего возраста, сдавшие вступительные экзамены независимо от социального происхождения. Обучение в семинарии было поставлено на высоком уровне. Преподавали выпускники Духовной академии города Москвы и Казани, а также Иркутского учительского университета. При семинарии существовала начальная образцовая школа, в которой учащиеся проходили педагогическую практику. Большинство учащихся семинарии были дети несостоятельных родителей, и они получали различную стипендию в зависимости от успеваемости. В 1915-16 учебных годах в учительскую семинарию поступили Исидор Барахов, Платон Аюнский, Платон Слепцов, Максим Аммосов, Степан Васильев и Степан Аржаков. Именно в стенах этого учебного заведения они познакомились и подружились. Учащиеся получали различного размера стипендию в зависимости от успеваемости. Троечники получали в месяц 10 рублей. По тем временам на базаре можно было купить на эти деньги 50 килограммов мяса. А Платон Алексеевич Аюнский был, в то время Платон Слепцов был отличником и имел примерное поведение, и в месяц он получал 20 рублей. В сентябре 1916 года ссыльный большевик Емельян Ярославский организовал литературный кружок, куда ходили воспитанницы женской гимназии и учащиеся учительской семинарии. Члены этого кружка издавали рукописный журнал, из которого учащиеся узнавали про творчество своих одноклассников, своих друзей, спорили на различные актуальные темы, тем самым они развивались. А спустя 2 месяца, то есть в ноябре 2016 года, Емельян Ярославский организовал кружок «Юный социал-демократ». И в данном кружке именно будущие основатели, отцы нашей экономики, нашей республики получили политическое просвещение. Из молодых людей, закончивших учительскую семинарию, одни стали видными государственными и партийными деятелями, а другие посвятили свою жизнь воспитанию строителей советской Якутии. Мы приветствуем всех, кто только, возможно, проснулся и присоединился к нашему эфиру. И это «Утро Якутии» на телеканале НВК Саха и Якутия-24. Ну и, конечно, сейчас самое время вновь узнать, какие же новости произошли в нашей республике за последние дни. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем освещать самые заметные события. В Якутии завоз жизнеобеспечивающих грузов по рекам планируют завершить до 30 сентября. При необходимости на несколько дней продлится арктическая навигация. На сегодняшний день опережающими темпами отгружено более 1 миллиона тонн грузов и более 3000 тонн социально значимых продовольственных товаров. Вопросы в период навигации уже на протяжении нескольких лет связаны с гарантированной добычей угольной продукции в разрезе Джибари-Кихая, где наблюдаются проблемные моменты в части выполнения плановых объемов. Правительство республики приняло решение о замещении порядка 95 тысяч тонн угля в этом году. На данный момент завоз топлива осуществляется в том числе с Зырянского угольного разреза и по Северному морскому пути из Хакасии. Впервые в этом году будет осуществляться доставка угля с разреза Сангар. В Чурапчинской гимназии в рамках Года экологии в Чурапчинском наследии в честь 105-летия со дня рождения воина-учителя, первого почетного гражданина Чурапчинского района Степана Кузьмича Макарова проведена экологическая акция, в рамках которой посажено 105 саженцев. В акции приняло участие более 400 педагогов, родителей и обучающихся.
На данный момент это не только в нашей стране, но и по всему миру возрастает необходимость экологического воспитания. И в этой связи в честь именно 105-летия Степана Кузьмича Макарова мы посвятили эту замечательную акцию. Именно такая подобная акция помогает именно подрастающему поколению понимать важность и необходимость именно экологического воспитания. Именно о том, что нужно бережно относиться к самой природе. В селе Абага Амгинского района с 2020 года идет строительство нового школы-сада на 225 мест по инвестиционной программе республики. На данный момент завершены черновые работы детского сада. Со стороны школы идет строительство второго этажа. Параллельно идут работы по монтажу металлоконструкции спортивного и актового залов. Стяжка и утепление пола первого этажа, штукатурные, электромонтажные работы, благоустройство и ограждение территории. По мере необходимости силами населения проводятся субботники в помощь строителям. По плану строители намерены до наступления холодов завершить короб здания, а к сентябрю 2023 года полностью сдать объект. В этом году, получается, мы планируем закончить каркас объекта школы. Детсад уже полностью на черновом отметке уже готов. На черновой отделке уже готов. Осталось только чистовая объекта. Школу мы планируем закончить до конца октября каркас, полностью штукатурку, электрику. Также планируем закончить благоустройство, ограждение территории. Ну а Управление образования Якутска наконец определилось с датой каникул в текущем учебном году. Так, школам рекомендуется назначить период осенних каникул со 2 по 9 ноября включительно. Зимние каникулы предлагают начать с 29 декабря. Выйдут школьники на учебу уже 11 января будущего года. Период весенних каникул предлагают назначить с 25 марта по 3 апреля следующего года включительно. А для первоклассников в течение учебного года устанавливаются дополнительные каникулы с 13 по 19 февраля. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Почти как в Каппадокии. Фестиваль воздушных шаров прошел в Волгограде в рамках празднования Дня города. На кадрах можно увидеть, как участники мероприятия «Небо Волгограда» подготавливают тепловые аэростаты к полету, а также вид на город с высоты птичьего полета. Всего в этот день в воздух поднялись 11 летательных аппаратов. Воздухоплавательный фестиваль собрал команды из разных уголков страны. В нем участвовали спортсмены из Уфы, Крыма, Калуги, Рязани, Москвы, Дмитрова, Белгорода, Ростова-на-Дону и Минеральных вод. Гости фестиваля «Небо Волгограда» смогли не только понаблюдать за красочным событием, но и собственнолично оказаться в гондоле воздушного шара. Замечательные кадры. Действительно, хотелось бы, возможно, когда-нибудь и у нас в Якутске пройдет такой республиканский фестиваль воздушных шаров. Я думаю, это будет очень красиво. И особенно если осенью, как и сейчас, когда погода за окном прекрасная и природа радует глаз. И поэтому давайте мы еще раз поговорим с вами о погоде. Действительно интересно, что же за окном сегодня нас ждет. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 10 градусов. В заречной группе до плюс 10. В южных районах 6-9 градусов со знаком плюс. В Вилюйской группе 2-5 градусов выше 0. В Нижнеленских до плюс 5. В западных районах 7 градусов со знаком плюс. В Колымендигирской группе улусов до плюс 3. В Янских минус 1, плюс 5. На северо-западе 2 градуса тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 10 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Сегодня днем дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Порывы ветра ожидаются до 20 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до 10 градусов тепла.
Вот таким был наш эфир этим утром. Мы напоминаем, что ежедневно в 7 часов утра мы рады видеть вас на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Подключайтесь и встречайте утро с нами. А также напоминаю вам о том, что у нас уже вовсю идет конкурс вашего урожая. Если у вас есть причудливые фотографии этого урожая 2022 года, отправляйте их на наш номер, который вы видите сейчас, либо телеграм-канал. Ну а мы увидимся уже завтра.